Началась коллегия в налоговой службе с озвучивания статистики. С подробным докладом выступил заместитель руководителя управления ФНС по Ингушетии. Он поделился результатами работы за последние 10 месяцев. Показатели более чем хорошие, говорят в налоговой службе региона. Мобилизовано 8 миллиардов 38 миллионов рублей. Это федеральный бюджет и региональный, территориальный бюджет. А также 4 миллиарда 454,5 миллиона – это страховые взносы. В федеральный бюджет у нас ушло 2 миллиарда 97 миллионов. Это на 925 миллионов больше, чем в прошлом году. В территорию, консолидированный бюджет в нашу территорию, поступила сумма, скажем так, 5 миллиардов 940 миллионов. Но в этой сумме сидит платеж, который осуществил один налогоплательщик, разовый платеж, это группа «Акрополь». То есть предприятие пришло в республику, стало на учет и заплатило почти 2 миллиарда 300 миллионов налогов. И дальше мигрировало уже в зону особого благоприятствования в Российской Федерации, чтобы там дальше осуществлять свою деятельность. Из этой суммы 2 миллиарда 2 миллиона рубля осталось в территории. То есть где-то около 300 миллионов попало в Джейрасский муниципалитет, где адрес был учета этой организации, и 1 700 000 республиканский бюджет. Отметил продуктивную работу налоговой службы региона и председатель правительства Ингушетии. Так, Владимир Сластенин подчеркнул, что за последние 3 года наблюдается положительная динамика по ликвидации налоговой задолженности республики. В начале года эта цифра составляла порядка 4 миллиардов и 160 миллионов рублей, а за 10 месяцев ее удалось снизить на 125 миллионов. Управление федерального казначейства мы смогли достичь, я бы так сказал, финансовой дисциплины. У нас перестали уходить деньги без конкретных целей. Это и как раз были меры бюджетного принуждения, что позволило нам целенаправленно платить наши бюджетные деньги. Также и здесь сейчас нам надо четко обозначить пути повышения забираемости. Налог на прибыль. Вот за 9 месяцев 81%, единый сельскохозяйственный налог 64%, налог с приниманием патентной системы 77%, налог на добычу продуктов 89%. Кроме того, в этом году ни разу не провели выездной проверки в республиканские и муниципальные организации. Теперь, если налоговики видят ошибку или неправильные сведения, то решают вопрос уточненной декларацией, чтобы избежать штрафов. Это тоже поспособствовало темпу роста налоговых поступлений. Повышается уровень администрирования. У нас постоянно проводится и обучение сотрудников, и улучшая качество администрирования, стараемся облегчить как для налогоплательщика, так и для сотрудников весь этот процесс администрирования. С этим все связано. Налоговая служба отмечает свой юбилей. Профессионализм сотрудников, ответственность и безграничная преданность своему делу. За 30 лет налоговые органы прошли стремительный путь развития. Председатель правительства поздравил работников службы от лица главы региона Махмуда Али Калиматова. Уважаемый Магомед Русланович, поздравляю вас и всех сотрудников и ветеранов управления Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия с профессиональным праздником, Днем работника налоговых органов Российской Федерации. Ваша служба – одно из наиболее сильных звеньев современной финансовой системы Ингушетии. За время своего существования налоговая служба прошла нелегкий труд становления, развития, модернизации. В этом большая заслуга всех, кто качественно и добросовестно исполняет свой долг. Деятельность управления за минувшие годы и в настоящее время многократно подтвердила бесспорную компетенцию специалистов налоговой службы республики. В этот праздничный день примите слова большой признательности, благодарности за сложный и необходимый труд. В рамках юбилея председатель правительства вручил сотрудникам налоговой службы Ингушетии памятные подарки и медали в честь 30-летия республики за многолетний труд и добросовестный вклад в регион.
Также в управлении напоминают, чтобы оплатить налоги, не обязательно толпиться в конторах. Есть специальные электронные сервисы, как госуслуги и портал налоговой службы. Хавагазикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.